Белла Гатиева не может нарадоваться новому кабинету и оборудованию, осматривает и проверяет каждый уголок. В медицине она 47 лет. В старой амбулатории приходилось совсем непросто, признается медсестра. Маленькие кабинеты, старое оборудование и пациенты, ожидающие своей очереди в узеньком коридоре. Мы рады за то, что это будет уютно и удобно нашему населению. Ну, конечно, и нам, медикам. Новый поток-1 – это для электрофореза, УВЧ, все простудные заболевания, опорно-двигательная система. В общем, очень большие показания. Новое трехэтажное здание отвечает всем современным требованиям, рассчитано на 100 посещений в смену. Необходимость в нем назрела давно. В последние годы сельское поселение разрослось, увеличилось количество жителей, а старая амбулатория, которая располагалась в приспособленном помещении, не отвечала всем требованиям. Выступая перед собравшимися, Махмуд Али Калиматов поздравил жителей с радостным событием и отметил, что ввод амбулатории в эксплуатацию является важным шагом в улучшении качества медицинской помощи. Здесь атмосфера великолепная, люди хорошие. Поэтому открытие сегодня амбулатории фельдшерско-акушерской для жителей – это великолепно. Вы знаете, по указу президента мы же много открываем объекты, и социальные в основном, там школы, детские сады и особенно больницы. И вы знаете, в этот период этой коронавирусной инфекции каждому врачу, сестренке медицинской, техническому персоналу надо кланяться. Да, лорд долчо, да, мяш могуш халчо, баркал халчо. Я хотел бы, чтобы каждый врач понимал, вы метик юач вашон сак лор волч, хашин да хамадуациш. И это милосердие, доброта, клятва Гиппократа, если ее перечитать, она предусматривает щедрость души вашей, благородство ваше, профессионализм ваш. Они доверяют вам. И когда даже нет лекарств, вы стараетесь его найти, вы не лукавите с пациентами, вы стараетесь ему помочь. И это самое главное. Я хочу что сказать. Здание хорошее. Новое оборудование. Здесь все-таки до 100 человек в день принимать, это достаточно, я думаю. Если нет, то еще будем строить. Но самое главное не здание, не оборудование. Это вы. Это ваше цен нигдолыш, цен илюлыш. Я хотел бы, чтобы вы понимали одну вещь. Все, что делает государство, все, что делает республика, правительство республики, оно делает для жителей республики. И вот долгожданный для сельчан и всего медперсонала торжественный момент. Красная ленточка перерезана. Амбулатория готова принять первых пациентов. Глава региона внимательно осматривает новое здание, заглядывая в каждый кабинет. Некоторые моменты не остались без вопросов и замечаний. Руководству амбулатории необходимо на руках иметь договор на эксплуатацию медтехники. Особое внимание нужно уделить договору на обслуживание лифта. Это в медицинском учреждении, по словам Махмуда Али Калиматова, просто необходимо. Ни в одном. Это же источник повышенной опасности. Могут быть лифт. Вы понимаете, что? Вы же будете отвечать за это. Я на самотек не пущу факты, которые людей убивают. А это источник повышенной опасности. Вы говорите, я сейчас запущу, как это понять? Он должен всегда работать.
Что касается условий, в амбулатории новейшее оборудование, квалифицированный персонал из 40 опытных врачей и 85 специалистов среднего звена. Все это в совокупности позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи населению. Открытый физиотерапевтический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики. Прием будут вести врачи различных специальностей. Здесь у нас добавились койки дневного стационара. У нас раньше было 3 койки, теперь 6 коек, 2 смены. Это 12 получается у нас. У нас есть возможность в хирургическом кабинете сделать перевязочную. Раньше этой возможности не было. У нас 2 физиотерапевтических кабинета, у нас гинекологический кабинет, смотровой добавился кабинет, и потому что вот площадь позволяет у нас. 2 лаборатории у нас. В одной у нас кровь забор ведет, в другой сбор анализов остальных. Жители сельского поселения открытию нового объекта рады. До этого им приходилось ездить в Сунжу к врачам узких специальностей. Многие услуги здесь оказать не представлялось возможным. То нехватка врачей, то отсутствие необходимого оборудования. Я как житель этого села, я оценку дам, наверное, плюс 5. Чайно я скажу, это вот, лет, наверное, 10 тому назад, вот ребенок заболел, перевязку надо было делать. Вот надо было отсюда здесь приехать, показать врачу, выписать, как ее называется, вот это, что надо делать. И с Липцовска ехали. Вот. Это сколько нагрузки. От такси-то далеко, пешком автобусы не ходят. Это было очень неудобно было. А здесь уколы делали, больше ничего здесь не делали. Практически лечебную помощь не оказывалась здесь. Вы довольны сейчас, да. Сейчас я чувствую, здесь уже врачи появились, специалисты появляются, хирурги появляются, травматологи появятся. Раньше работали, никаких условий не было, потому что поликлиника была где-то 50-60 лет тому назад построена, еще в советские годы, после конца войны. А сейчас современное здание, очень удобное, 3-этажное, все условия, никаких сейчас не надо будет очередей, потому что кабинеты я все обошел, все, когда строился здесь, я всегда побывал, все необходимые в кабинетах стоят условия, сейчас можно принимать и работать. Еще одна гордость амбулатории – Республиканский геронтологический центр. Также в здании размещен стационар на 20 коек, в том числе 10 коек реабилитации периферической нервной системы и столько же общесоматической реабилитации. Мы открываем здесь геронтологический центр амбулаторный. Также геронтологические койки у нас есть, их 20 коек в РКБ, но амбулаторного центра у нас не было. Это тоже очень важно для нашей республики, поскольку республика, в которой продолжительность жизни все-таки составляет 83-4 года, у нас очень много пожилых людей, а лечение пожилого человека отличается от лечения среднего возраста и молодых, поэтому очень важно для того, чтобы они были на учете и все виды помощи им оказывались. Как отметил глава Ингушетии, основная цель – это сохранение здоровья нации. Для этого в регионе делается все возможное, а главной задачей в этой сфере является дальнейшее повышение качества медпомощи, разработка и внедрение передовых методов диагностики и лечения, доступность для населения высокотехнологичной медицины. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.